Ütüküm bollun. Мен икис кергеним Анатолий Михайлович Шарин денете. Кеннеттен иетен нучча болан, нуччалы итиле холлады. Бия хавлына өгүстер ханылдар дебу бия окопутун бу нучча тылынан өреттак битне, иттак битне, кини бу жатылы үшөйдүк бахалан, үшөйдүк усраннык хаңарар болу, тыла бай болу ден. Мен ханак параннык болбаттах, того дейтаккана бен ие тылгынын үчөйдүк хаңарар боллаккына, ие тылгын кото билер боллаккына, нучча даганы тылынан олох бен ханагын толору этен үчөйдүк хуруяр аяр кеһи болаган. Ондоттан мен мөккөһө барбаппын. Бихи бу Анатолий Михайловичтин олох кере хүрдәгән дерехини остория курдук ологолорун асыппыт. Бебит хоқ боллагына онногор маннык бирби тутуян халлагына бирби тутуйбакка ки хандык балачы жахсыр деген турдакана техибеккин кенете хоқ бехемин толамын пенсия такыбык ки боламын. Оны кене үлетигер паддана үлетигер кирдил мен кене хор хуриеретим. Оны тоха эбекке тиен агар эбекке дил хуриябын. Оны күлерете. Ондан очондук кене мемия хор хурияр чондук кадеринник олор буппутулук бебебититтен минуты да хөкүнде даганы онногор түлбүтүгер араксарбытын ырганны кылыныр. Оннук жолла колголор буппут. Эхеха билген бу киняха хурибут бир интерехне баай хоруктага биппин. Хасырда элде ухуктан бараммын. Киняха хурибут бунан тохоргум нучалы. Оны мен истергитигер хөөлебин. Эмия таптал тухунан денетиякка онна боллагана манна элбек багайы мен бэм ханабын кото эре хуруйбуппун. Че? Истекай. Раннее утро. Ты спишь тихим и ясным, как ребенок сном. Но солнце тихо поднимается. Я его не вижу, так как его заслоняют стены нашего дома, но я на стене противоположного дома вижу, как его яркий свет тихо, но уверенно заливают землю дыханием жизни. Дыхание жизни. Как оно важно для меня. А ты — мое дыхание и мое солнце, которое может озарить и испепелить меня до пепла. Я безгранично счастлива от того, что я с тобой. Я готова сгореть в этом огне и в этой пламени страсти, и потом, превратившись в прах, облететь всю эту землю, а потом в виде удобрения дать жизнь всему доброму и светлому на этой земле. Ты мое дыхание и мое желание жить. Как тебя я люблю, и как я хочу в этой жизни только тебя. Ты моя жажда жить. Да, я измучена жаждой любви. Я всегда и постоянно хочу пить эту целительную влагу жизни. Я пью и не напиваюсь. Во мне постоянно ощущение жажды. Горло пересыхает от желания, и страсть быть твоей иссушила мое тело. Тело не может жить без воды, а душа не может ожить без целительного источника любви. Самое прекрасное то, что могло придумать человечество, это умение любить. Умение любить. Любовь, мне кажется, придуманное интеллектом состояние. Ее нет в юности и даже в молодости. Она есть в детстве и приходит в зрелые годы. Почему? Просто она запретный или ограниченный возрастом и временем уголок жизни. Человек, пока ему дана полная жизнь, способность и умение жить, не понимает и не задумывается над этим чувством. Любви хотят только дети и зрелые люди. Почему? Потому что в эти годы есть ограниченность возможности жить полноценной жизнью. Детям достается только любви, так как родители, живущие полнотой жизни, еще не понимают это чувство, а кто сам не испытывает любовь, не может дарить ее. Потому дети привязываются к бабушкам и дедушкам, но у них нет и не может быть взаимности. У них есть просто невой сговор жажды любви или желание быть любимыми. Старики получают это от внуков, а внуки все это от стариков.
Почему нет любви в юности и молодые годы? Юность – начало пробуждения инстинкта и не более. Приходит время биологического размножения, начало восприятия полноты жизни. Чувства это притуплены, так как ты должен произвести на свет потомство. Потом приходит время заботы над теми, кого произвели, и то мужчина редко заботится об этом, так как он только производитель. Ему не важно, если судить по природе бытия, давать совершенство половым отношениям. Только тот, у кого воспитано чувство долга и обязательства перед теми, за кого он в ответе, доведет до совершенства свои отношения. На это как исключение. О таких отношениях слагают сонеты и пишут романы, и это доказывает, что любовь юности в молодые годы – исключение. Любовь. Что такое любовь? Дожив до зрелости, человек начинает, как кино, прокручивать страницы своей прожитой жизни и приходит в ужас от того, что он прожил немного и немало, да до сих пор у него не было того, чего он жаждал в детстве – любви. Многие стараются все это забить работой, заботой о животных и своим любимым хобби, ибо им кажется, что играть в любовь постыдно. Как желать ту игрушку, которую ты так хотел в детстве, но его тебе не покупали? Ведь многие дедушки и бабушки покупают своим внукам не те игрушки, которые хотят их внуки, а те игрушки, которых они хотели в детстве сами. Мало кто во взрослой жизни покупает себе детские игрушки, так как он боится быть осмеянным толпой. Также он избегает любви. Но бывает среди пожилых людей чудаки. Чудаки. Чудаки – это те, кто верит в сказку и грезит этой сказкой всю свою жизнь. Таких людей считают не с мира сего. Их многие не понимают, их даже не воспринимает общество, так как они отклонения от всего, что называется жизнью. Чудак всегда живет завтра. У него нет ни сегодня, а тем более вчера. Чудак знает, что завтра обязательно будет лучше, чем сегодня. Для него нет ничего невозможного. Он верит, что есть гора, где исполняются все желания. Он знает и уверен, что есть источник целительной воды. Он даже видел когда-то и держал в руках лампу Аладдина, и даже у него была волшебная палочка. Он сам любит получать подарки, а еще больше ему нравится дарить людям радость. Но его никто не воспринимает серьезно, так как все он это делает от души. А люди, человеки, живут не завтра и не послезавтра, а сегодня, и у них на сегодня всегда много важных дел. Даже день своего рождения они превратили в застолье. Многие не понимают, что за столом ведутся деловые переговоры, а застолье придумали короли и цари для того, чтобы задобрить своего противника или сильного врага, чтобы выудить у него какую-то выгоду для себя. А народ ведь всегда гулял, а не трапезничал. Он пел, шутил, вел хороводы и проводил обряды преклонения всемогущему. А вот тут чуть-чуть отклонение от темы. Ты прости меня. Знаешь, я много раз замечала, чем шикарнее и зрелищнее пиршество, тем тот, кто проводит это мероприятие, наживает больше завистников и недоброжелателей. А чем веселее и торжественнее мероприятие, тем оно сердечнее и добрее. Я заметила и то, что многие проводят торжества не для себя и не для души, а для того, чтобы подчеркнуть свою значимость. Ведь любовь не станет кричать от того, что были приглашены на свадьбу знакомые твоих родителей и влиятельные люди, и не от того, что развлекали гостей приглашенные увеселители и купленные за большие гонорары артисты.
Наверное, молодым этот день запомнился бы, если бы были приглашены их друзья и сверстники, те, с кем они проживут свою долгую жизнь. Были бы рядом родственники, к которым они смогли бы обратиться иногда, даже с просьбой. Наверное, приносило бы им пользу и то обстоятельство, когда в этот день зародилась бы какая-то традиция, которая с годами даже стала бы обязательным ритуалом для этой семьи. Сейчас многие не отличают веселье от пошлости, не различают душевность от пижонства. Самое ужасное во всем в этом и то, что мы даже перестали сами доставлять своим родным радость, не умеем дарить праздники своим близким и после этого хотим счастья и радости своим детям. Все купленное за деньги не может быть шедевром, а тем более дорогим и от души. А теперь вернемся к чудакам. Чудаки. Чудаки самые счастливые люди. Для них нет невозможного и для них нет ограничений в возрасте. У них нет ограничений во времени и даже в пространстве. Для них самым главным в их жизни является чудо. Для них нет желания наживы, так как они очень хорошо знают, что самым дорогим из того, что есть в этом мире, может быть только то, что прекрасно и совершенно на самом деле, а это небо, земля, луна, солнце и вселенная. Ценным для них является то, чем дорожит человечество. Это то, что сотворено такими же чудаками, как и они сами. Искусство, архитектура, знания, наука и самобытность каждого творца. Чудаки самые свободные и вольные люди. У них нет врагов, так как они не завистливы и независимы от обстоятельств. Они не болеют и не страдают, так как они знают, что жизнь у них одна, и другой у них никогда не будет, и они не будут тратить время впустую. В голове чудака всегда тысячи вопросов, так как у него жизнь всегда в движении, и если он перестанет думать, он станет не чудаком, а обывателем. Он всегда размышляет, ему все интересно, ему даже интересен разлом на асфальте, который многие замечают только тогда, когда спотыкаются об него. Он думает, отчего же это? Не гном ли там проживает? А может, это вулкан? Ему даже засохшая на стекле окна любая грязь кажется целой планетой и даже мирозданием. Понять чудака невозможно, а принять еще сложнее. Но если вы впустите его в свою жизнь, я заверяю, что вы будете жить как в сказке. Утро для чудака – начало нового. Он всегда ждет что-то новое от этого дня. И не сомневайтесь, он обязательно вечером его найдет. Ночь для чудака – начало новой сказки. Все вокруг него ночью оживает, все предметы начинают жить своей жизнью. Перед сном он со всеми предметами попрощается, пожелает им добрых снов, и вы заметите, что на самом деле все предметы ночью оживают, и охраняет сон этих чудаков. Они это выдают немым блеском от уличных фонарей или падающим со стеллажа их книжкой. Они становятся настороженно тихими. Даже часы идут тише и медленнее ночью. Заметите, что входная дверь ночью превращается на сторожа наших снов. Он понимает, что ему доверена жизнь тех, кто живет за ним. Чем старее дверь, тем она чутче новых. Вы замечали это? Нет? Да, старая дверь, любая скрипит, когда ее отворяет. Она даже скрипит по-разному, когда ее открывают люди разного возраста и сословия.
Детям она поддается с трудом, и потому всегда мы слышим ступенчатый скрип. Девушки и женщины открывают дверь обычно в 2 приема. Сперва полуоткрывают, а потом, просунув ногу через порог, открывают дверь настолько, насколько они могут в нее пролезть. Мужчины открывают сразу настежь, чтоб, если там застанут врага, быть готовыми к битве. Старики и пожилые люди сперва проверяют, не закрыта ли дверь на замок, еще проверив на слуху, нет ли кого за дверью. Интеллигент в любую дверь стучится, а невежа всегда норовит вынести эту дверь. Преуспевающий человек через любую дверь заходит как к себе домой. Любовники всегда останавливаются перед дверью, чтобы перевести дух, а ученик всегда вылетает через нее. Студент часто чешет нос, ухо, так как он всегда думает, зайти или пройти мимо. Хозяева, когда проходят через дверь своего дома, кажется, они проходят сквозь эту дверь. Люди в форме обязательно поправляют форму и выпрямляются. Дети открывают и застывают так, как они хотят за дверью увидеть чудо. Подчиненные задерживаются с кем-то, не доходя до двери начальника, чтобы настроить себя на все неожиданные случаи, которые могут его ожидать за той дверью. Влюбленные, которые приходят в первый раз к любимой, обязательно ходят вокруг дома, а потом смотрят в окна, потом выжидают время, поднимаются по лестнице или идет к дверям, но возвращается и только, решительно прокашляв и проглотив слюну, идет к дверям. А дверь чудака всегда бывает открыта всем ветрам. Над ним хоть и смеются, но все идут к нему, так как чудаки манят всех своим совершенством и гармонией в жизни. Они всегда веселы, и им не грозит меланхолия. Они никогда не жалуются на жизнь и не поносят на других, так как у них на это нет времени. Им всегда не хватает времени жить, так как каждый день для них новое открытие. Он должен сегодня проверить, появилась ли на ветке та роса, которая улетучилась утром. Но если она вернулась, он уверен, что она расскажет о своем полете в облаках. Он должен бежать на лужайку или в сквер, чтобы поздороваться с деревьями, которым он должен рассказать свой удивительный сон, так как его сны и даже его жизнь интересна только им. Он должен совершить 100 дел, которые нам не понять и которые понятны только ему одному. Многие, читая мой бред, думают, что чудаки есть больные люди. Но согласитесь, каким бы был мир наш мрачным, если бы не было на свете этих чудаков, верующих в сказку. Вот и наступает утро. Утро, которое развеет твой сон и подарит мне тебя. Тебя, с которым я проведу один из самых счастливых дней моей жизни. Я приветствую утро, которое своим дыханием разбудит тебя от сна, где, наверное, не было меня. Я не хочу быть в разлуке в твоих снах. Я хочу и во сне быть с тобой. Это капризка, но она меня так бодрит. Я не хочу, чтоб даже сны крали у меня тебя. Вот ты проснулся, и я обниму тебя. Тебя, мое чудо, и чудесный подарок моей судьбы. С добрым утром, мой родной. Бу маннык хурубут суруктарбыт биэханаха албахтар. Биэге өссө маннык бирбит история хагалыр эте, аны бирбит салгыр эте. Кемена сахарам баран, оны бу маннык түгеннерге биле архивкын кахан көрөм буллади. Ол кахан көрдө хона буллана тух биле хүрдэ галбак
бен дағаны умтан кәспетін нәлбақ болар әбет. Оны табы білеген мен орыққы видео архив бұнеті асыпровкалан әрәбін. Онны ме көрдіққа үлдәқ әлбәқ түгенлер балар. Білеген күн хәріттен хоқ бұл бұттағаны жонлар оғылан қалбыттар әбет. Онан ұтын бұл кәлер кемлерге мен понучала така, я возвращаю ваш портрет тебе курдук. Аспет кем түгеннерин бере хунабынден рудика харга баарыннан. Оны боланы мен маннык толкуйдатым. Ити альбомнары еген сағлы эджин көрдөх біне. Мен жоммор еген беректәбит. Атын жоннар хартыскалары бар. Мен үгістерін білбеппин. Убайдары меген төхірбет хартыскаларыгар эме баалар олық. Мен билбет жоннорум. Мен билбет жоннор бұл мен оғылырым эме билбеттер бұллады. Оны те бұл заброшенная Россия денті каналлары ген көрібін оны көрдік біне. Бұл маннық хартыскалар әрге жейлерге, төқтірге, бөққа хаққа оны қалын қалалар әбет. Жоннор билбейлерін хартыскаларын алалар. Тоғырықтар да ұнағыр бұл өбігелерін хартыскаларын жабар баттар әбет. Олығым болағына мен бұл олонну келбит хартыскалары, бейін билбет жоннорум хартыскаларын то билер де жоннорум кенин. Бу маннык тоқпар тахарыгым канал бар. Оны олонну көрөңүт эги ким бейтин көрбүт, аймактарын көрбүт, надер боллагына ол хартысканы мейттен ылыккытын хин. Чогул итенники буланнар, анын аттан бүгүн мен бу кергенмен Анатолий Михайлович шайрин күнһерттен 16 хыллакка хок булды. Быйыл аксыз сыла. Бияғы сыл нахан жоллақты қоларан аспып бұд. Оның ұттым бүкеніне хананықтан астым. Хорошо! I love you, я люблю тебя! Мен күтті бүгін бірге бұл менгіне қағыры бұтсырыппын. Истебет, оны бәдіргер әме тоғара кәрі төміктерін орбыт жонларға. Тапталы бағарар жонларға. Мен бағар әметі жолу, үшіге кәрі инникелер сарсыңаны оннаттан тапталғы әрелі қағандағаны өтеремеққа, тапталынан олыруққа, тапталынан тыыныққа, тапталынан идеққа, онна тапталынан иннике күннері күйтіққа. Жаллах болу.